Издревле у ингушей родник считался местом встречи девушки с юношей, где парень мог услышать заветные слова согласия выйти за него замуж, и называли его родником любви. А в наше время родникам, к сожалению, не уделяют такого внимания. И сейчас это вдвойне актуально в связи с тем, что с 15 мая по 15 июля проходят Всероссийские дни защиты рек и водоемов. И во-вторых, состояние родников на сегодняшний день, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Например, самое большое село республики Икажево. 4 родника с кристально чистой водой, но с устрашающим внешним видом. История уже не раз доказывала важность родников, но мы сегодня, как кажется, порядком подзабыли, зачем они нам. Комитет экологии дает весьма утешительные комментарии. Надзор за использованием и охраной водных объектов регионального значения. У нас на территории Республики Ингушетия расположены 16 рек регионального значения и 5 рек федерального значения. Родников всего на территории Республики Ингушетия расположено 65 родников. Из некоторых таких родников производится забор воды, в некоторых населенных пунктах оборудованы каптажи и используют эти родники для питьевых нужд. В данном случае при использовании таких водных объектов Комитетом Республики Ингушетия и природных ресурсов выдаются договора на водопользование, то есть для забора водных ресурсов этих родников, в случае, если эта вода забирается для коммерческих целей. При обследовании водных объектов у нас бывает, в начале года бывает предпаводковое обследование, Комитет Республики Ингушетия и природным ресурсам, Росприроднадзор, Ростехнадзор, муниципалитеты, районные городские администрации, вот представители бывают в этих комиссиях. Ну, сказать, что вот такое плачевное состояние у нас с родниками, я не могу. Но есть определенные родники, вот бывает накопление мусора рядом с родником, или кто-то там сбрасывает мусор. Но мы пишем предписание муниципалитетам, чтобы они устранили вот эти нарушения. Как указывают компетентные органы, работа по охране родников должна вестись системно, вместе с Роспотребнадзором и администрацией села. Видно, слаба система, недостаточно развита. Раз выехали выяснять, направляемся прямиком к главе администрации сельского поселения Икажево. Товарища Костоева мы застали в коридоре, но глава администрации запамятовал фамилию, сказал, что он меняет паспорт, и Костоева нет. Указал нам на якобы заместителя, который оказался главным специалистом администрации Магомедом Хадриевым. Любит шутить глава администрации, но нам, знаете ли, не до шуток. При вопросе, какова ситуация с родниками, шутки прекратились. Глава администрации так и остался за кадром. Конечно, должным образом они у нас на сегодня не ухожены, честно надо признаться. Но в ближайшее время, согласно поручению начальства и по собственному усмотрению, мы должны будем навести там более-менее нормальный порядок. На все возможные необходимые работы, конечно, средств не хватает, но тем не менее народ у нас благожелательный, благоразумный. В некоторых моментах даже переселенец с Северной Осетии, я сейчас фамилию его не помню, лично сам ухаживал, этот обозреваемый колодец около Измайлова. Он был приведен в нормальное состояние, но в настоящее время, к сожалению, чуть-чуть запущен. У нас есть намерение по поручению главы села провести порядок, очистить территорию, убрать лишние сорняковые травы, вывести родник, чтобы он нормально стекал. Но возможные меры мы примем в ближайшее время. До наступления священного месяца Рамадан родники обещали привести в должное состояние, очистить русло, провести беседы с жителями и обновить оградительные сооружения. На этом мы свой визит окончили, но с условием, мы обязательно вернемся увидеть, как преобразились родники Икажева. Так что это еще не конец, дорогие телезрители. Ислам Дударов, Мадина Базиева, Анзор Чахкиев, Ахмед Гандаров, Утро Ингушетии.